Доброе утро, дорогая республика! Сегодня 18 календаря, и эту новую рабочую неделю мы начинаем на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха программой «Утро Якутии». С вами сегодня буду я, Дарья Анкехова. В России стартовала перепись населения. Какой она будет? Какие нововведения? Об этом и о других темах, связанных с переписью населения, мы сегодня поговорим с нашим гостем Ириной Гаевой, руководителем Федеральной службы государственной статистики по республике Саха-Якутия. Также сегодня мы обсудим вопросы приобретения недвижимости в городе Москва. Узнаем, какой же будет неделя по мнению астрологов. А также посетим уникальную фотовыставку, которая расскажет нам об истории Алекминска конца 19-го, начала 20-х веков. Как обычно, эфир у нас очень насыщенный. Мы предлагаем всем проснуться, обязательно взбодриться, ну и, конечно же, оставаться с нами на протяжении всего часа. Напоминаем о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что у вас есть уникальная возможность присоединиться к нам, именно поучаствовать в эфире. Каким образом? Вы можете отправить свои поздравления, вы можете отправить, допустим, свои какие-то эмоциональные сообщения, поделиться радостью, возможно, передать приветы. Для этого у нас сработает WhatsApp номер. Вы сейчас его видите на экранах ваших телевизоров. Ну а также, конечно же, у нас есть активная инстаграм-страница. Туда вы можете также отправить свои приветы, поздравления, либо задать вопросы, которые, в принципе, могут найти ответ в наших последующих эфирах. Ну а мы начинаем, и давайте узнаем прямо сейчас, какая же погода у нас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 11, минус 8 градусов. В заречной группе районов 19-8 градусов ниже 0. В южных 11-12, в Вилюйской группе минус 8, минус 6, в Нижнеленских 13-10 градусов ниже 0, в западных 7-4 градусов. В Колымо-Индигирской группе районов 19-14 градусов со знаком минус. В Янских 14-31. На северо-западе минус 12, минус 7. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 8 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер западно-северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 6 градусов. С сегодняшнего дня старшие классы вновь возвращаются в свои школьные кабинеты. Ну а как же будут учиться ребята младшего и среднего звена, расскажет нам Сергей Михедов. Якутия, доброе утро, коллеги. Сейчас блок новостей. Сегодня ученики с 9 по 11 или 12 классы возвращаются за парты. Напомним, санитарно-противоэпидемическая комиссия Якутска решила продолжить образовательный процесс до 22 октября в очной форме для школьников с 1 по 4 классы. С понедельника возвращаются к учебе очно и ученики старшего звена. Школьники с 5 по 8 классы продолжат обучение дистанционно. Также удаленка сохраняется в учреждениях доп. Образования. Из карьера юбилейный смогут вывозить больший объем руды. Айхальский ГОК получил 4 новых автосамосвала «Катерпиллар» грузоподъемностью 136 тонн. Техника оснащена бортовыми компьютерами, системой безопасности и пожаротушения. Водители рады, работать станет легче. Большие грузы поступили на площадку по программе технического перевооружения. Чтобы техника соответствовала требованиям Алроса, поставщик установит на самосвалы обогрев зеркал и утеплит двигатель и кабину. С техникой «Катерпиллар» водители Айхальского комбината знакомы, однако есть особенности. Конкретно, кардинально отличает данные самосвалы от ранее эксплуатируемых в Айхальском ГОКе, это то, что привод. Айхальский ГОК всегда эксплуатировал самосвалы с электромеханической трансмиссией. Эти самосвалы уже с гидромеханической трансмиссией, что как раз является основным отличием. Компания «Полярная авиалиния» открыла продажу авиабилетов по регулярному маршруту из столицы республики в Алекминск и обратно. Период продаж с октября этого года по март 2022. Рейсы будут выполняться на самолете Ан-24, говорится в сообщении перевозчика. Вылеты в октябре организуют 23, 27 и 30 октября, а с ноября по март их будут осуществлять по вторникам, четвергам и субботам.
Якутский фильм «Ит» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова о взаимоотношениях соседей в деревнях получил специальную награду жюри Варшавского кинофестиваля. Об этом объявили на церемонии вручения наград «Смотра». Отмеченный членами жюри фильм «Ит» был в числе 15 лент из разных стран, которые принимали участие в главном международном конкурсе. Варшавский кинофестиваль ведет свою историю с 1985 года. В 2009 году Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров присвоила польскому киносмотру высокую категорию А. Поэтому специальный приз Варшавского кинофестиваля станет ценной наградой для якутских режиссеров. Первая ледовая скульптура в сезоне, а может быть и во всей России. В Намском районе, далеко не в самом холодном Улусе Якутии, появилась первая ледовая фигура. Лауреат международных конкурсов, победитель Сочинской олимпиады по ледовым скульптурам Александр Шадрин провел мастер-классы. Мероприятие посвятили 25-летию его творческой деятельности. Знаменитые мастера республики высоко оценили первую работу в новом сезоне. Спасибо большое, Сергей. Ну а мы движемся далее. Самовяз, регат, бола, бабочка, бант, скини, лавальер. Все это название галстуков. Именно День галстука отмечается сегодня, 18 октября. Томас Финк и Йонг Мау, оба являющиеся сотрудниками Кембриджского университета, использовали математическое моделирование, при помощи которого они пришли к выводу, что, используя всего 9 движений при завязывании галстука, можно это проделать 85 различными способами. Соответственно, существует как минимум 85 способов завязывания галстуков. Освоить как минимум один должен, мне кажется, каждый мужчина, ну или его женщина. Какими еще важными событиями произошли в этот день, мы узнаем далее. 18 октября отмечается День галстука и День конфет. По народному календарю харитины – первые холстины. По церковному календарю в этот день отмечается память святой мученицы Харитины. На Руси к этому времени полевые и огородные работы в деревнях заканчивались, и крестьяне приступали к делам домашним. На Харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. В 1009 году по приказу египетского правителя Аль-Хакима разграблен и разрушен храм Гроба Господня. В этот день, в 1867 году, Аляска передана США. Договор о продаже России, Аляски и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки был подписан 30 марта 1867 года. А 18 октября того же года прошла церемония официальной передачи Русской Америки Соединенным Штатам в обмен на чек на сумму $7,2 миллионов. В блокадном Ленинграде состоялось открытие театра имени Комиссаржевской. Открылся театр премьерой спектакля по пьесе Константина Симонова «Русские люди». На полигоне Капустин-Яр состоялся запуск первой советской баллистической ракеты А-4. В 10 часов 47 минут по московскому времени произведен первый в СССР старт баллистической ракеты А-4. Ракета поднялась на высоту 86 километров и достигла поверхности Земли в 274 километрах от места пуска. В 1967 году советская космическая станция «Венера-4» получила первые научные данные из поверхности Венеры. В этот день родились Александр Ладыгин, русский электротехник, создатель лампы накаливания. Владимир Захаров, советский композитор, музыкальный деятель, народный артист СССР. Чак Берри, американский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен. Кир Булычев, советский писатель-фантаст, сценарист. Сергей Доренко, российский журналист, теле- и радиоведущий. Жан-Клод Ван Дам, американский актер, сценарист, режиссер, мастер боевых искусств. Сергей Безруков, советский и российский актер, режиссер, музыкант, сценарист и продюсер, народный артист Российской Федерации. Именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Ермоген, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филарет и Филипп.
В эту пятницу, 15 октября, стартовала всероссийская перепись населения, которая пройдет до 14 ноября. Во время этой переписи будет широко применяться цифровые технологии. Главным нововведением переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного листа на портале госуслуг. И сегодня подробнее о переписи 2021 мы поговорим с нашим гостем Ириной Гаевой. Она является руководителем Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха-Якутия. Ирина Кулунтарьевна, доброе утро. Здравствуйте. То есть уже на протяжении 3 дней идет перепись. Как же проходит это мероприятие у нас в республике? Да, перепись стартовала 15 октября этого года в пятницу, и уже можно сегодня говорить о итогах первых 3 дней. С 15 числа открылась перепись на портале госуслуг, вот этот электронный вариант переписи, и уже 20 885 человек, якутян, приняли участие вот как раз в переписи через портал госуслуг. При этом лидирует у нас город Якутск, уже переписалось по Якутску 12 128 человек, затем Мегино-Кангаласский район, там переписалось 1313 человек, потом Мирный, в котором прошли перепись на госуслугах, 1167, Нерюнгри 1076, Ленск 896 человек и Нанцы 725 человек прошли на госуслугах. Это вот 5 лидеров у нас на сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, а испытывает ли население какие-то трудности при заполнении того самого листка? И вообще, насколько просто это сделать? Это не только просто, это еще очень удобно, потому что это можно выбрать время, когда пройти перепись. Хотите утром, хотите вечером, в обед, в каком-то там перерыве, или, может быть, вы застряли в пробке или в автобусе. Заходите на портал госуслуг, выбираете язык, на котором вы хотите пройти перепись, хотите на русском. На портале госуслуг можно пройти перепись и на якутском языке. Надо выбрать, соответственно, якутский язык, и все очень удобно, последовательно. Вопросов логично, всплывают подсказки по адресам, по источникам доходов, по вот всяким другим, по образованию. И только самостоятельно надо заполнить без подсказки 2 позиции. Это национальность и родной язык. Все, перепись занимает, если 1 человек переписывается, то это буквально минут 5-7. Если переписывает семью, то семья, предположим, из 3 человек занимает в среднем 12-15 минут. Вот и еще я хочу обратить внимание, что 1 представитель или член семьи на госуслугах может переписать всю свою семью. И тогда в целом на все свое домохозяйство, так скажем, он получит QR-код, потому что затем все равно переписчик придет. Ему, переписчику надо обязательно, да. Вот на это я хотела отдельно внимание, значит, обратить, чтобы не думали, что прошла перепись, прошли перепись, на этом перепись закончилась. У нас задача переписать все население, никого не потерять, никого не упустить, поэтому переписчик заранее не знает. А вот по этому адресу сколько на самом деле человек проживает. Ему поступила на планшет информация, буквально в таком в режиме практически онлайн с портала госуслуг поступает на планшеты переписчика информация, по какому адресу сколько человек прошли на госуслугах перепись. Он видит, что, предположим, 3 человека переписались по этому адресу, но он не знает, сколько на самом деле там проживает. Может, кого-то забыли, не успели или еще что-нибудь. И он проверяет, и если кто не прошел перепись, то переписчик уже с планшетом, ну, вот в обычном режиме стандартном, переписывает. Хорошо, раз уж мы затронули тему использования тех самых гаджетов, как вы считаете, не повлияет ли это как-то вот на качество переписи, потому что все-таки техника имеет свойство, да, ошибаться и все-таки сбиваться, возможно, да, там какие-то неполадки. Мы надеемся, конечно, их не будет, но вообще, как за этим следим сейчас? Да, ну я даже могу начать отвечать вот с конца вопроса. Мы точно знаем и уверены, что гаджеты нас не подведут, конкретно планшеты. У нас планшеты российской сборки называются «Аврора». Моя уверенность основана вот, не просто на вот уверенности, а на знаниях, потому что у нас в республике мы перепись проводим в отдаленных и труднодоступных, мы начали проводить с 1 апреля этого года, и 12% населения мы уже переписали, и переписали именно с помощью планшетов. В апреле перепись у нас проходила в арктических районах, там, где еще достаточно холодно было. То есть планшеты у нас показали, как они работают и в холод, и в июле у нас была перепись, и
и в августе, и в сентябре. То есть мы практически опробовали уже, Протестировали. да, протестировали, они отработали отлично, поэтому в этой части сомнений нет. Но наоборот, на качество они влияют. Планшеты, перепись на госуслугах, они улучшают качество прохождения переписи. То есть человеческий фактор, какие-то ошибки, пропустить вопросы уже никаким образом невозможно. Поэтому это качество будет гораздо выше, и скорость обработки данных, соответственно, тоже выше уже будет. Ирина Кулнтарьевна, у меня вот личный вопрос. Подскажите, пожалуйста, все-таки вот переписчики сейчас будут обходить, да, многие жилые дома, ну не многие, а все, мы надеемся, Все. обойдут, да? И вот здесь по поводу безопасности. Подскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, как должен выглядеть настоящий переписчик? То есть что-то у него должно быть с собой, да? Потому что все-таки мы не исключаем возможные, да, моменты мошенничества и так далее. Да, каждую перепись мы предупреждаем население, опасайтесь и будьте бдительны и внимательны. Наши переписчики ходят в экипировке, это шарфы, это жилетки, все с эмблемой переписи населения. У них в руках портфель тоже с эмблемой, может быть портфель с эмблемой переписи населения или, значит, планшет, на котором, на чехле которого тоже перепись населения. Самый главный атрибут у переписчика – это его удостоверение, которое у него вот на ленточке висит и которое действительно при предъявлении паспорта. Вот если все совпало, это наш переписчик. Но еще надо обратить внимание, наш переписчик, росстатовский, который истинный, да, проводит перепись, он никогда не будет у вас требовать паспорт. Подтвердите, покажите, докажите. Если только вдруг появляется такой вопрос, это точно не наш переписчик, это повод обратиться в полицию. Ну а сами переписчики защищены тоже, да? Да, Сопровождают. переписчики, да, мы, значит, отработано, поскольку перепись мы проводим всего населения, в том числе лиц без определенного места жительства, в том числе ведущих, может быть, асоциальный образ жизни. И в этих случаях у нас договоренность с органами внутренних дел, каждую перепись, каждое обследование, они сопровождают наших переписчиков. Республика у нас, конечно же, многонациональная, ни для кого не секрет, да? Сколько национальностей проживало в Якутии на прошлый момент переписи, да? Ну и вообще, как определяется национальность? Потому что даже вот, наверное, у многих сейчас затруднение вызовет, да, отметить галочку, поставить, какая же у тебя национальность, да? Да. Действительно, вы правильно сказали, что по итогам прошлой переписи 2010 года можно говорить, сколько национальностей у нас проживает, потому что только действительно в перепись можно ответить на этот вопрос. По итогам переписи 2010 года у нас в республике проживало около 150 национальностей. Самая большая численность это были якуты, потом русские, потом эвенки, украинцы, эвены и так далее, да. Какой у нас состав, что мы из себя представляем, покажет перепись. Да, и вот как раз вот по позиции национальность нет галочки, чтобы выбрать. Это как раз вот тот случай, когда пишут, заполняют, как себя ощущают. Кто себя ощущает якутом, пишет якут. Кто саха, значит, тот пишет саха. Кто себя как ощущает, и причем национальность не имеет отношения вот именно к происхождению человека. Каждый определяет, в смысле, каждый может не зависеть от этого, а какая культура ему ближе, вот какой национальности он себя причисляет, человек, вот ту именно он и пишет. Только сам, согласно Конституции. Но современное поколение у нас креативное, да? Бывали ли какие-то, ну, допустим, забавные, да, значит, такие метки, да, ну, допустим, национальность, там, хоббиты, гномы, там, и так далее? Да, Бывает? да, бывали, в прошлую перепись были малочисленные племя покемонов или марсиан у нас на планете, у нас в Российской Федерации были Бывают, такие. есть такие. Есть. Да, то есть и такие случаи бывают, да? А с какого возраста дети могут сами сообщать о себе сведения переписчику? Как только наступает возраст получения паспорта, то есть с 14 лет они могут самостоятельно общаться, то есть с переписчиком, или самостоятельно зайти на портал госуслуг, потому что при наличии паспорта можно уже получить учетную запись. Таким образом, значит, получить учетную запись, пройти перепись на портале госуслуг, и не только самого себя, но и всю свою семью. Так, то есть основное, главное было бы желание, да, и, конечно, гражданская ответственность каждого жителя. Абсолютно. Главное, чтобы было желание, интернет и учетная запись, стандартная учетная запись на портале госуслуг. Все. Все. Мы благодарим вас за прекрасную информацию. Конечно, сегодня я даже этим обязательно займусь, да, и призываю всех телезрителей, конечно же, обязательно отнестись ответственно, пройти перепись, не полениться, потратить эти несколько минут, ну и, конечно,
конечно, дождаться переписчиков, пустить их к себе в дом. И совсем скоро, уже, да, 14 ноября мы будем все трепетно ждать тех самых результатов. Да, обязательно пройдите перепись именно таким способом. И я обращаюсь ко всему нашему населению воспользоваться такой возможностью новой, пройти перепись самостоятельно на портале госуслуг. Это самый быстрый, самый удобный и самый безопасный способ прохождения переписи. Удачи вам всем! Спасибо большое. Мы также желаем вам бодрого, доброго утра и хорошего рабочего дня. Спасибо. Пока еще в переписных листах нет графы «Знак зодиака» и вопросов «Верите ли вы астрологам?». Ну а в нашей программе каждый понедельник мы рассказываем, что же ждет нас на этой неделе именно по астрологии. Овен. Вы можете уверенно положиться на помощь со стороны партнеров в деловых отношениях. Дружеские отношения с коллегами помогут решить любую проблему. Следует быть осторожным при работе с техникой. Нарушение правил безопасности грозит травмами. Также в этот период не следует приобретать электромеханические устройства. Телец. Лишь убедившись в серьезности своих намерений, можно собрать все способности и силы, а затем приступить к решительным действиям. Некоторые представители знака из-за консерватизма и отсутствия динамики к концу недели могут растерять свое влияние и заслужить серьезные упреки от руководства. Близнецы. С середины недели можно усиленно заниматься спортом, поскольку у вас будет много энергии, которая будет требовать выхода. А в субботу или в воскресенье обязательно надо посетить культурные или развлекательные заведения, чтобы приобщиться к прекрасному. Рак. В начале недели волею судьбы вы нечаянно приобретете репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Однако не заигрывайтесь. В пятницу появится шанс нестандартного решения старых проблем. Лев. В середине недели не рекомендуется знакомить свою вторую половинку с друзьями или подругами, так как существует риск, что кто-то из них может стать вашим соперником или соперницей. Со среды по пятницу придется играть не по своим правилам, иногда хитрить или сталкиваться с неискренними людьми. Дева. Вам будет дан шанс взять на себя обязанности текущего момента. Это решение будет выгодно не только вам. Вероятны небольшие поступления и серьезные траты. Звезды рекомендуют не принимать окончательных решений. Для них еще слишком рано. Вы пока не знаете всех нюансов процесса. Весы. На этой неделе не обольщайтесь желанием полной свободы от всего и всех, да еще любой ценой. Это не принесет вам ничего, кроме разочарований и неприятностей, ведь вы вольны в своем выборе, но не свободны от своих близких и законов мироздания. И труды будут вознаграждены сладчайшим из плодов. Скорпион. К концу недели рекомендуется привести свой дом в порядок, освободить от хлама себя и близких людей. Но остерегайтесь что-то выбрасывать без ведома домочадцев. В воскресенье не стоит переутомляться. Обязательно найдите достаточно времени для отдыха. Стрелец. В середине недели накалится обстановка на службе. Придется включиться в борьбу. Но не выплескивайте на людей накопившееся раздражение. Обдумайте каждое слово. Не начинайте разговор с критики и претензий. Соперники и конкуренты, возможно, изучают вас. Козерог. В середине недели не жертвуйте своими интересами. Довольно много общения с друзьями возможно во второй половине этой недели. В это время можете познакомить друзей со своей второй половинкой. Это положительно отразится на дружеских связях. Водолей. На этой неделе у творческих водолеев раздолье. Они могут ожидать наибольшего успеха в любой области своей деятельности. Вы начнете ощущать большую силу и уверенность в себе. И происходящие перемены уже приносят не только беспокойство, но и ощущение облегчения и стабилизации жизни. Рыбы. Вам захочется как-то символически обозначить начало нового этапа. Найти новый образ, отказаться от вредных привычек. До начала выходных дней больше общайтесь с самыми разными людьми, через которых вы получите новые возможности для развития.
А знаете ли вы, кто такие скопцы? Каким был их быт и почему их было так много на территории Якутии на рубеже 19-20 веков? В мультимедийном парке «Россия. Моя история» проходит выставка уникальных фотографий, сделанных Ерофеем Ересько. Сам он выходец из Скопцов. Он очень хорошо и красиво показал жизнь общины в Алекминском районе. И спустя много десятилетий эти фотографии доступны для широкого зрителя. Скопцов относили к религиозной секте. Они появились в России в 60-е годы 17 века. Основной идеей их вероучения – спасение человечества через оскопление. При Екатерине II за ними началось законодательное преследование. Так, во второй половине 19 века Якутская область становится местом ссылки скопцов. Они появились после церковного раскола, который произошел в 17 веке. Считали себя так называемыми агнцами божьими. То есть их идеология в чем заключалась? Для того, чтобы возродить те времена, которые имелись до так называемого первородного греха. Были людьми очень меркантильными, экономически, скажем так, подкованными, были мастерами по дереву тому же самому, очень любили технологии. Но, несмотря на это, они являлись людьми очень ортодоксальными по своей вере. В 1905 году по царскому манифесту скопцы получили право свободно выбирать место жительства. Начался их массовый отъезд на родину, некоторые эмигрировали за границу. Благодаря счастливому случаю память об этой странице нашей истории сохранилась очень неплохо. Ерофей Ересько ребенком вместе с родителями был направлен в Якутскую область, а конкретно в село Спасское Алекминского округа. Ересько оставил после себя уникальную коллекцию стеклянных негативов, которых насчитывается до 2000. Сейчас они хранятся в Алекминском музее. Но в эти дни у жителей и гостей города Якутска есть возможность прикоснуться к истории, отражающей быт жителей города Алекминска конца 19-го, начала 20 века. Приезд различных высокопоставленных лиц, все виды сельскохозяйственных работ, прибытие торговых судов в Алекминск, ярмарки, ямщицкие станции и многие другие значимые события того времени запечатлел фотограф Ерофей Ересько. Бесценные по своему историческому значению негативы Ересько делал на заказанный фотоаппарат «Кодек», который он ждал в течение года из Германии. Сначала он занимался созданием таких почтовых открыток, которые он продавал, которые пользовались спросом фактически у всего населения города Алекминска, и в том числе и у приезжих. Поняв то, что данная инициатива является очень прибыльной, полезной для него, он принял решение открыть первое фотоателье, которое сразу же стало одной из достопримечательностей города. Ересько был человеком разносторонне развитым. Он также являлся одним из зачинателей будущего музея. Ему было поручено искать экспонаты, которые сейчас выставлены в городском музее Алекминска. Когда скопцам, наконец, было разрешено покидать якутские земли, Ерофей Ересько также воспользовался этим правом. Он покинул город Алекминск примерно, если я не ошибаюсь, перед началом Великой Отечественной войны. После этого его след теряется, но остались его фотографии, которые он перед отъездом оставил у местных жителей. Эти негативы в 1957 году они попали в городской музей, где хранились примерно до 2000-х годов, когда их уже там обнаружили и уже начали проявлять. Так, фотоувлечение скопца Ерофея Ересько стало одним из самых дорогих наследий алекминчан. А сам мужчина сегодня один из самых известных летописцев Алекминской земли. Очень интересная выставка. Я советую всем вам обязательно посетить, потому что действительно она уникальна. А самое главное, вы узнаете много чего интересного. Якутский косплеер Аял Федоров с друзьями построил копию истребителя X-Wing из вселенной «Звездных войнов». Мы это все видели, знаем, то есть республика, мне кажется, вся об этом слышала. Ранее умелец прославился созданием макета корабля из сериала «Мандалорец». В новом творении в следующем материале. В парке отдыха Урдел, недалеко от Якутска, снова приземлился корабль из вселенной «Звездных войн».
На этот раз здесь появился истребитель X-Wing, при помощи которого Люк Скайуокер уничтожил Звезду Смерти в фильме 1997 года, эпизод 4 «Новая надежда». Где-то 3 месяца делали спокойно летом. Построили, снимали для YouTube-канала видео, как делали корабль от А до Я. Где-то ушло, вот если точно сказать, с арендой, 400 где-то ушло. Автор и идейный вдохновитель проекта, якутский блогер и косплеер Аял Федоров, прославился в марте этого года, когда вместе с друзьями-энтузиастами построил копию звездолета Razor Crest из сериала «Мандалорец». Корабль также появился в парке Урдел, однако простоял недолго. Конструкцию разрушил сильный ветер. Конечно, это здорово, то, что люди будут приходить и смотреть этот корабль, потому что все они видели только на телефоне или на экране там в кинотеатре, да? И увидеть это в реальности, это вообще круто будет посмотреть. И такое мы дадим им возможность. По словам косплеера, сейчас его команда работает над созданием роботов R2-D2 и C-3PO из той же вселенной. А в планах на будущее создать копию корабля «Тысячелетний Сокол», которым управляли Хан Соло и Чубакка. Правда, для осуществления этого проекта еще предстоит найти спонсоров. Мы продолжаем космическую тему. Российская киноэкспедиция в космос вернулась с МКС на Землю. Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись с МКС на Землю. На борту станции съемочная группа работала над художественным фильмом «Вызов». Приземление прошло успешно. В воскресенье завершилась российская киноэкспедиция на Международную космическую станцию. Корабль «Союз» доставил с орбиты на Землю космонавта Олега Новицкого и съемочную группу фильма «Вызов», актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Полет кинематографистов продолжался 12 суток. НАСА, космическое агентство США, напоминает, что Олег Новицкий прибыл на МКС 9 апреля и работал там 191 день. За 3 совершенных им полета он провел в космосе 531 день. В ходе нынешней экспедиции трижды выходил в открытый космос. Суммарное время составило 22 часа и 38 минут. Пересильд и Шипенко отправились на орбиту 5 октября для съемок художественного фильма «Вызов», совместного проекта Роскосмоса и нескольких вещательных и продюсерских организаций. По сюжету героиня Пересильд, кардиохирург Женя, вылетает на станцию, чтобы сделать космонавту операцию на сердце. Предварительно хронометраж эпизода оценивается в 35-40 минут. Минувшим летом российские издания сообщили, что задумка с фильмом стала причиной конфликта между главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и руководителем пилотируемых программ космонавтом Сергеем Крикалевым. Тот подверг идею критике. Его позицию поддержал ряд представителей профессионального сообщества. Роскосмос, Рогозин и его единомышленники, как отмечают авторы публикаций в российских и западных изданиях, решили опередить звезду американского кино Тома Круза. Год назад он и режиссер Даг Лайман, на счету которого, среди прочего, сага о Джейсоне Борне, объявили, что хотят снимать фильм на МКС. Для этого был забронирован рейс на борту корабля от компании SpaceX Илона Маска. Остается ли этот план стоимостью $200 миллионов в силе, пока не ясно. Столица республики возглавила рейтинг городов по доле безналичного товарооборота. Якутяне чаще других жителей России предпочитают наличным деньгам безналичной операции. Подробности у нашего новостного обозревателя Сергея Михедова. Доброе утро. Продолжит наш эфир блок новостей. Якутия вышла на лидирующие позиции рейтинга Сбербанка по доле безналичного торгового оборота. По итогам третьего квартала Якутск занял первое место среди российских городов, а Якутия на втором месте среди регионов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Айсен Николаев. Это еще раз доказывает, что Якутия – самый цифровой регион Дальнего Востока, написал глава республики. Отмечается, что рост безналичных платежей – это сокращение расходов бюджета для предпринимателей на обслуживание денежной массы, комфорт и скорость операций для граждан, а также дополнительная противоэпидемическая профилактика.
А среди людей, прошедших вакцинацию от коронавируса, национальный концерн «Сахабулт» проведет розыгрыш сертификатов. Для участия в розыгрыше нужно получить прививки в пунктах медицинского центра, которые находятся по адресам Кальвица 3 и 202 микрорайон, корпус 2, а затем получить купон. Выявлять победителей будут каждую пятницу в прямом эфире на инстаграм-странице «Сахабулта». С помощью генератора случайных чисел разыграют сертификаты номиналом 1000, 3000 и 5000 рублей. Идея данного розыгрыша возникла как дополнительное стимулирование пациентов для вакцинации. Все мы помним и знаем о важности и по необходимости вакцинации, чтобы защитить себя от коронавируса. И сейчас идет самый период, когда мы закупаемся теплыми вещами, готовимся на зиму. И совместно с концерном «Сахабулт» мы решили провести совместный розыгрыш подарочных сертификатов среди пациентов, которые у нас прошли вакцинацию. Тем временем коллективный иммунитет в России достиг 45%, сообщили в Федеральном оперштабе. По данным на середину октября 51 миллион россиян получили одну прививку, а 47,5 миллионов полностью завершили цикл вакцинации. Вместе с тем количество случаев заражения приближается к 8 миллионам. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что для достижения коллективного иммунитета вакцинацию должны пройти не менее 80% населения, то есть более 90 миллионов человек. Привлечь внимание к изменению климата в арктических территориях с помощью искусства. Такую цель поставила финно-лапландская художница Таня Коистинен и создала выставку «Письмо Лене». В экспозиции представлены письма, написанные от руки, и все они адресованы Великой реке. Коллажи, где изображены культурные ценности народов Севера, фотографии, находки, обнаруженные художницей на берегах Лены. Работала Таня над выставкой месяц, которая пребывала в Якутии. Будучи связанной с арктической культурой через происхождение, родину и образ жизни, в своей практике художница исследует различные идентичности Севера. Посетить выставку можно в Доме художника до конца октября. Мы проводили воркшопы с местными жителями, поднимали вопросы о реке, много обсуждали эту тему и делились своими впечатлениями и размышлениями. Мой родной город находится на стыке двух больших рек, точно таких же больших, как река Лена в Якутии. И я услышала, что местные жители называют реку бабушкой. И это меня очень сильно тронуло и впечатлило. И я думаю, что бабушки очень мудрые носители знаний. Цель проекта – связать художников, которые работают со схожими темами, которые занимаются проблемами изменения климата и сохранением традиционной культуры коренных народов, создать возможность для культурного обмена и создания связей между художниками разных стран. На этом у меня все. Удачного дня! Купить квартиру и приобрести вдобавок автомобиль. Согласитесь, неплохая перспектива. Как это возможно? Сегодня об этом и о том, как можно приобрести квартиру в Москве, не покидая пределов Якутии, мы поговорим с руководителем компании «Центр недвижимости Приоритет» Мариной Яковлевой. Марина, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, немного о компании, чем занимаетесь и вообще как давно работаете на территории республики? У нашей компании Центра недвижимости «Приоритет» в этом году юбилейный год. 5 лет исполнилось, как мы ежегодно помогаем тысячам семей приобретать новое жилье. И у нас офисы работают в Якутске, в Москве. И мы сейчас помогаем активно своим же людям переезжать в Москву, Санкт-Петербург, либо инвестировать туда. И в честь юбилея нашей компании в этом году мы разыгрываем новый автомобиль Hyundai Solaris 2021 года, который стоит на Комсомольской площади, ожидает своего хозяина. В конце года мы разыграем этот автомобиль среди своих клиентов, которые купили или продали недвижимость в течение этого года. Вот так вот, да? А вообще, кто сейчас покупает недвижимость в Москве? То есть это больше молодежи или это все-таки инвестиции, вложения? Люди продолжают жить в Якутии, но понимают, что необходимо приобрести недвижимость в городе Москва. Смотрите, мы наблюдаем две тенденции. Первая тенденция – это то, что люди стали все-таки переезжать активно отсюда. И, конечно, в первую очередь они рассматривают центральные города, Москва и Питер. В основном сейчас переезжает, конечно, молодежь. И, если честно, меня это очень радует, потому что в больших городах, конечно, больше возможностей для развития и роста людей. Вторая тенденция – это то, что люди начали инвестировать в московскую недвижимость, конечно, выгоднее всего.
всего инвестировать, ведь Москва — это столица нашей России, и туда хотят переехать, хотят там жить из всех регионов России. И, конечно, спрос на московскую недвижимость будет всегда, и цены там растут стабильно. Марина, подскажите, пожалуйста, а можно ли приобрести недвижимость, да, вот в городе Москва, не выезжая за пределы республики? Потому что многие жители же ведь действительно не имеют возможности просто съездить, посмотреть, выбрать квартиру, либо побаиваются, да? Хотелось бы все это сделать, не выезжая, грубо говоря, за пределы республики. Безусловно. Сейчас современные технологии, в принципе, позволяют документооборот вести электронно. И мы для своих клиентов делаем онлайн-подачи заявок на ипотеку, онлайн-показы объектов, консультации с застройщиками, сделки проводим абсолютно удаленно, онлайн. Сейчас у нас работает офис на Бояркова 20/1, и там есть отдел московской и питерской недвижимости, куда может прийти каждый желающий и получить консультацию и подбор новостроек Москвы и Санкт-Петербурга. У нас все услуги по оформлению ипотеки, подбору новостроек, сопровождению сделок предоставляются абсолютно бесплатно, так как мы являемся официальными партнерами крупных застройщиков и банков России. Марина, а подскажите, пожалуйста, еще один вот такой вопрос, меня лично, да, интересует. Все-таки мы сравниваем всегда, да, ценовой диапазон, да, вот сколько денег необходимо, чтобы приобрести хотя бы однокомнатную квартиру сейчас, ну, пускай не в центре Москвы, конечно, но в такой хорошем доме в новостройке, да, если сравнивать с Якутском. Да. За наличный расчет, если привести примеры, то от 4-5 миллионов рублей мы можем рассмотреть либо небольшие апартаменты в Москве, либо однокомнатные квартиры в Московской области. Если мы рассматриваем бюджет от 8 миллионов, мы уже можем рассчитывать на хорошие варианты в домах бизнес-класса в Москве, либо на евро двухкомнатные квартиры в Новой Москве. Если мы имеем бюджет более 10 миллионов, в принципе, для нас открыта, в принципе, вся Москва. Вся Москва. Да. И также сейчас есть ипотечные предложения, очень выгодные от застройщиков, субсидированные ставки, семейные ипотеки от 2,5% начинаются. Также действуют различные акции по рассрочке от застройщиков. Достаточно, например, иметь 1-1,5 миллионов рублей, и человек может рассчитывать на квартиру стоимостью 10 миллионов рублей без ипотеки. Застройщики, потому что предлагают акцию, 15% можно внести сейчас, остальную часть денег они должны будут внести до сдачи дома. Эта программа идеально подходит для тех людей, которые хотят переехать вот сегодня и не хотят, например, тратить на аренду квартиру, на ипотеку, да, за время строительства дома. И это очень выгодные программы, которые мы, конечно, предлагаем своим клиентам. А что вы советуете людям, которые вот хотят действительно приобрести, да, квартиру в Москве, но имеют здесь, кстати говоря, в Якутске тоже недвижимость ту самую? Смотрите, сейчас застройщики тоже предлагают программы по трейд-ин, когда можно обменять свое старое жилье на новое жилье. И если у вас имеется, например, недвижимость в Якутске, наши специалисты, они помогут продать эту недвижимость и забронировать новую квартиру в течение 3 месяцев. Например, ваша стоимость на забронированную квартиру не поменяется. Мы продолжаем наш утренний эфир. И сегодня в гостях у нас руководитель компании «Центр недвижимости Приоритет» Марина Яковлева. Марина, мы до ухода на рекламу затронули с вами тему такую, как трейд-ин. То есть есть такая возможность уникальная у жителей республики, то есть обменять свою недвижимость в Якутске на недвижимость в Москве. Ну, соответственно, с какими-то доплатами. Вы полностью ведете весь этот процесс от начала до конца? Или все-таки продажей, значит, и обменом занимается одна организация, а вы только, получается, приобретением уже недвижимости в Москве? Смотрите, проще говоря, эта акция
работает так. Застройщики предлагают квартиры в каких-то определенных ЖК. Там человек может забронировать квартиру на 3 месяца. Например, за это время он фиксирует стоимость своей квартиры. Ведь это очень важно, потому что у застройщиков Москвы корректировка цен, конечно, вверх идет 2-3 раза в месяц. И в крайний раз, когда наши клиенты приобретали именно по этой программе квартиру там, они сэкономили 500 тысяч. За 3 месяца квартира их выросла в цене на 500 тысяч. За 3 месяца мы здесь, как компания-партнер застройщика, обязуемся продать их старую квартиру за рыночную стоимость, конечно. И в любом случае клиент получает тогда настоящую профессиональную помощь с нашей стороны и получает вот именно выгоду в приобретении новой квартиры в Москве. И там, кстати, надбавок нет. Вот такая уникальная возможность, да? Расскажите немного о своей команде, потому что немаловажно же иметь именно высококвалифицированных специалистов в своей команде. У нас, получается, в офисе Москвы работают наши же ребята из Якутии. У нас также ребята сидят здесь, которые продают московскую, питерскую недвижимость. И я очень горжусь своей командой. Они действительно профессионалы своего дела. И мы сами тоже активно инвестируем в московские новостройки. Мы своим клиентам, конечно, предлагаем именно то, что сами купили или купили бы. Марина, ну и все-таки основная цель вашего приезда в Якутск? Я сама живу и работаю в Москве, и специально приехала сюда. На этой неделе мы проводим ярмарку недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. И, кстати, жители Якутии, кто хочет переехать в Москву, Санкт-Петербург, либо кто хочет инвестировать выгодно, вы можете подойти к нам в офис, получить лично от меня консультацию про то, как можно переехать, либо зарабатывать на недвижимости. Мы ждем вас по адресу Пояркова, 20/1, 1-й этаж, Центр недвижимости «Приоритет». Спасибо большое, Марина. Мы желаем вам успехов в вашем таком нелегком деле, да? Ну и, конечно же, возвращайтесь к нам в Якутск почаще. Благодарю. Доброго дня. Ну а мы движемся далее, дорогие друзья. Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. И у нас есть очень активные телезрители, которые, пользуясь случаем, отправляют нам сообщения на наш WhatsApp номер. И позвольте зачитать одно из них. С добрым утром! Поздравляю любимую маму, 7 детей Алексееву Татьяну с днем рождения и с днем матери. Желаем здоровья, всего самого доброго и светлого. Пусть дети радуют своими успехами любимую мамочку. И в доме живет счастье, удача и благополучие. Любим, крепко целуем, сестра Анна и зять Федор из Татинского Улуса. Маленькому Алешеньке крепкого здоровья. Ну а мы от себя отправляем пламенный привет от всей редакции программы «Утро Якутии», потому что это действительно очень активно наш телезритель, постоянно участвует в эфирах. Даже вот посмотрите, сколько сообщений. Практически раз в месяц стабильно наш телезритель из Татинского Улуса кого-то поздравляет. Спасибо вам большое за обратную связь. Ювелирные, меховые, смарт и автомобильные. В мире существует огромное количество ломбардов, готовых дать нам деньги под залог вашего имущества. На что следует обратить внимание, когда вы отдаете свои вещи под залог? Об этом расскажет наш юрист Вероника Тамтосова. Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас очень много рекламы ломбардов различных, в том числе и залог автомашин под получение денежных средств. Также это, конечно, стандартное украшение. Немного сегодня поговорим о договоре залога. Договор залога оформляется в письменном виде. То есть вы видели, это квитанция в ломбарде, либо это письменный договор, если речь идет о залоге движимого имущества, такого как автомашина. Мы сейчас не затрагиваем именно недвижимое имущество, которое подлежит регистрации управления кадастра и картографии. Речь идет о более мелких залогах. Что нужно знать? В договоре залога в обязательном порядке должно быть установлены все его важные условия. То есть, допустим, если вы закладываете какую-то вещь, должны быть ее характеристики. Что это за вещь? Какими качественными характеристиками она обладает. То есть это цвет, марка автомашины, год его выпуска, естественно, все данные. Если речь идет о мелких вещах, таких как ювелирные изделия, то есть это металл, из которого данное ювелирное изделие,
изготовлено, также его вес, вставки из камней, все должно быть подробно описано, чтобы вам вернули именно ваши изделия. Также должен быть установлен срок залога и те обстоятельства, которые его определяют. В данном случае, если мы оформляем по договору займа денежных средств залог, то должно быть установлено, в какой период после возврата займа должен быть возвращен залог собственнику, да, какие процентные ставки в договоре займа указываются, то есть какую сумму покрывает залог, то есть его договорная стоимость. Стороны пришли к соглашению, что объект залога, например, стоит там 10 тысяч рублей или там 20 тысяч рублей. Это обязательно также в договоре должно быть указано. Если вы хотите выдать денежный займ и также обезопасить себя залогом, то есть на который может быть обращено взыскание в случае невозврата денежных средств, то есть способ защиты – это реестр уведомления о залоге движимого имущества. В данном случае вы обращаетесь к нотариусу, представляете ему письменный договор займа, письменный договор залога и уведомляете о том, что именно данное движимое имущество находится в залоге. То есть это может быть какая-то техника, да, может быть, не знаю, какие-то ценности, вы уведомляете. И тогда уже третий лиц, которые, допустим, хотели бы выкупить этот объект залога, но не информированы о том, что он находится в обременении у вас, они должны об этом знать. То есть в последующем вас это обезопасит. Вы можете оспорить сделку по отчуждению объекта залога, если вам его не передали на хранение, да, и говорить о том, что именно вы претендуете на реализацию данного имущества для того, чтобы возместить ваши затраты по договору займа. Напомню, что реализация залога происходит с учетом всех выплат, то есть в том числе неустоек, пений и других расходов, которые должен вам возместить лицо, которое нарушило ваши права и не вернуло своевременно займ. Будьте внимательны, особое внимание, еще раз повторяюсь, обратите внимание на описание объекта залога, на соглашение о его стоимости и порядке его возврата, если речь идет о том, что вы его передаете на временное хранение до момента исполнения обязательств. Еще раз напоминаю, будьте внимательны при ознакомлении с документами, и тогда любая ваша сделка будет правильной и не доставит никаких хлопот. Сегодня отмечается Всемирный день конфет. И я решила порадовать себя, а также, возможно, вас, дорогие друзья, рецептом интересных конфет. Ну, привыкли мы как бы все время, что конфеты должны быть очень сладкими, что они обычно содержат шоколад, да? Но сегодня мы поговорим о правильных и полезных конфетах. Обратите внимание, дорогие друзья, для этого нам понадобятся грецкие орехи, все на глаз, изюм, очень красивый, свеженький, и курага. Также я любитель орешек, особенно вот таких вот. Это мои самые любимые, это кедровые орешки. И также нам понадобится кунжут обязательно и мед. Мед собирала, кстати, сама. Ну что, дорогие друзья, время нашего эфира ограничено, так как мы работаем в прямом эфире. Что мы делаем? Все очень просто. В принципе, эти конфеты могут сделать даже и дети самостоятельно для своих мамочек и бабушек. Берем. Нам необходимо измельчить грецкие орехи. Вот так. То есть это все очень просто делается. Ну, смотрите сами, если вы любите покрупнее кусочки, соответственно, весь этот процесс контролируется. Если вы желаете помельче, значит, немножечко времени потратим чуть больше, да, на измельчение. Вот так вот. Вот, смотрите. В принципе, мне кажется, для моих конфет вот так пойдет. Все очень просто. Так, затем мы, дабы сэкономить эфирное время, мы предварительно уже измельчили наш изюм и курагу. Мы просто должны будем добавить ее к нашим орешкам. Вот так вот. Ну, я люблю курагу, поэтому добавляю чуть больше. Ну и чуть-чуть изюмчика. Вот так вот. Затем я добавляю свои любимые орешки кедровые. Вот так вот. Получилась у нас вот такая замечательная смесь. Все это дело, конечно, мы перемешаем. Ну и вопрос, как из вот такой сухой смеси можно получить конфету? Конечно, нам необходимо все это дело закрепить и добавляем мед. Обратите внимание, какой у меня красивый, хороший мед. Сама собирала. Вот так вот. Но опять же, здесь тоже выбираете для себя побольше меда, поменьше. И, значит, вот таким образом мы сформируем такое, знаете,
ягодно-ореховое тесто, так сказать, да? Базу такую для наших конфет. Мне кажется, что я бы еще добавила немножко меда. Как приятно вот именно утром создавать произведение кулинарного искусства. Ну вот так вот, дорогие друзья, очень красиво это. Не только вкусно, но также визуально даже красиво. Далее мы готовим свои ручки. Придется немножко испачкать ручки. Мы, значит, ну что, конфета, она же должна быть конфетой в первую очередь. Мы берем, значит, вот так вот, крутим как конфетку. Я вот люблю более это вот в таком свете. Вот, обратите внимание. И, конечно, нужно все это дело довести до ума. Вот так вот, я вам визуально покажу вот так. Обязательно необходимо это все дело убрать в холодильник, чтобы это все закрепилось и схватилось. Посыпаем кунжутом, наливаем чай и желаю я вам доброго утра.